Мало деревьев в черте города и загрязненность рек, о чем еще говорили депутаты на последнем в этом году заседании. К чрезвычайным ситуациям готовы. В городе прошел учебно-методический сбор руководящего состава. Незнакомый класс и только 40 минут для успеха или поражения. В Сибае идет городской этап конкурса «Учитель года». А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Ляна Кириллова. Здравствуйте. До Нового года осталось 6 дней. В администрации Сибая состоялось последнее в уходящем году заседание Совета городского округа. Народные избранники приняли ряд важных решений и наметили планы на предстоящий год. В конце уходящего года принято подводить его итоги и строить планы на будущий. В администрации города состоялось 17-е, заключительное в этом году заседание Совета городского округа. Народные избранники под председательством Яудата Бекинова приняли ряд ключевых для жизни города решений. Самым важным вопросом декабрьского заседания стало принятие местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основной задачей, решаемой при формировании бюджета на 2018 год и последующие годы, является дальнейшая стабилизация экономической ситуации через объемы расходов, которые мы себе можем позволить, и определение направлений этих расходов по тем приоритетам и целям, которые ставит перед собой администрация городского округа совместно с депутатским корпусом. Депутаты утвердили главный финансовый документ Сибая единством голосов. В целом структура расходов бюджета на 2018 год не претерпела значительных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес расходов занимают расходы на социальную сферу. Вместе с тем важным можно назвать решения, связанные с использованием и охраной природных территорий городского округа. В частности, были обсуждены вопросы о восстановлении пруда на реке Карагайлы и необходимости увеличения зеленых насаждений в городе, который по рейтингу находится на последнем месте среди городов республики по площади зеленого массива. Также депутаты утвердили изменения в решениях Совета, касающиеся стоимости приобретения жилого помещения на одного заявителя и порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи. Так, расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения на одного члена заявителя составляет 578 844 рубля, а величина прожиточного минимума на душу населения – 8 924 рубля. Решениями Совета депутатов были установлены норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади нежилых помещений города и порядок расчета и уплаты части прибыли в бюджет городского округа. В завершении заседания глава администрации Сибая Рустем Авзалов поблагодарил депутатский корпус за проделанную в течение года работу и пожелал в будущем трудиться с таким же энтузиазмом во благо жителей города. Ирина Оренбургина, Радмир Усингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ. В Доме молодежи «Мир» состоялся конкурс на получение гранта главы администрации городского округа города Сибай, направленного на финансирование научно-исследовательских работ и социально значимых проектов. Там побывали и наши корреспонденты. Конкурс на получение гранта главы администрации Сибая проводится в соответствии с муниципальной программой развития молодежной политики в городском округе на 2014-2020 годы. В комиссии по присуждению гранта вошли депутаты Совета городского округа, руководители предприятий и учреждений, представители молодежного парламента. Всего на защиту было представлено 6 проектов по развитию города, условий жизни горожан и улучшению демографической ситуации. Я представляю Сибайский медицинский колледж, номинацию «Сохранение и укрепление здоровья населения». Моя тема презентации проекта называется «Профилактика и укрепление здоровья населения с заболеванием артериальной гипертензии». При выборе проектов учитывались их актуальность, соответствие тематике грантов, реальность достижения заявленных результатов и обоснованность запрашиваемого финансирования для реализации проектов. Выступающих пришли поддержать студенты учебных заведений. Болельщики подготовили концертные номера. Пока конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки. Обладатели грантов главы администрации будут объявлены на городском мероприятии «Итоги года». Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Подходит к концу собрание жителей, посвященное участию в программе поддержки местных инициатив. Всего за декабрь было организовано свыше 15 собраний. Одни из последних состоялись в Ледовом дворце и лицее Ирандык.
Рабочие итоговые собрания горожан для подготовки проектов к участию в программе поддержки местных инициатив проводятся с начала декабря. Напомним, что суть программы заключается в том, что каждый горожанин вносит в решение проблем города свой личный вклад. Для этого ему необходимо принять участие в общем собрании, выдвинуть свои предложения, проголосовать за наиболее актуальный с его точки зрения проект, выбрать инициативную группу или стать ее участником и контролировать весь процесс работ в случае прохождения в программу. Отбор победителей производится республиканской конкурсной комиссией. Повлиять на результат отбора может большое количество факторов: участие в софинансировании, привлечение спонсоров, активность населения, исполнение части работ своими силами и так далее. Все зависит от инициативы, желаний и упорства жителей. После процедуры выборов председателя собрания и счетной комиссии начинается обсуждение, какой вид работ выбрать. Так, инициативная группа жителей дома 44 по улице Ленина отдала предпочтение проекту ремонта раздевалки в Ледовом дворце Ирандык. На данный момент у нас по раздевалкам, естественно, большие проблемы, начиная от сушки одежды, от удобства пользования данными раздевалками, и, естественно, расширение возможностей этих раздевалок, чтобы больше принимали детей и взрослых. Поэтому решили с данной проблемой выйти на конкурс «Проект местных инициатив». И дай Бог, чтобы выиграть данный проект. Сегодня у каждого есть реальная возможность внести свою лепту в решение городских проблем. Просто нужно не быть равнодушными сторонними участниками жизни Сибая. Еще одно собрание, посвященное реализации программы поддержки местных инициатив, прошло в стенах лицея Ирандык. Здесь собрались также неравнодушные горожане, которые выступили со своими предложениями. Все заявленные проекты были вынесены на голосование. По данной программе, которая есть, 4 предложения поступило. Значит, построить теплый переход от школы до столовой, первое предложение. Второе, замена деревянных окон на пластиковые в лицее Ирандык. Третье предложение, ремонт фасада здания лицея Ирандык. И четвертое предложение, это обустройство парковки по улице Белова. Так ведь? О здании школы. В ходе собрания заинтересованная группа большинством голосов поддержала проект замены окон в лицее Ирандык. Здание этого образовательного учреждения было построено несколько десятков лет назад. Обновление оконных блоков производилось лишь частично. Собранием в лицее завершилась череда встреч жителей в рамках программы поддержки местных инициатив. Остается ждать положительного ответа с республики. Ирина Оренбургина, Айгуль Хамитова, Радмир Исингулов, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Подвели итоги за прошедший год, обсудили задачи на 2018, наградили лучших. В городе состоялся учебно-методический сбор руководящего состава, отвечающего за мобилизацию и вопросы ГО и ЧС. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. Представители учреждений и предприятий города, среди которых пожарные, медики, полиция, газовики, дорожники, энергетики и другие экстренные службы, доложили о своей готовности встретить предстоящий год во всеоружии. Смотр готовности сил и средств Сибайского звена Башкирской территориальной подсистемы Единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций был организован в рамках учебно-методического сбора руководящего состава города, отвечающего за вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, прошла выставка средств системы видеонаблюдения, индивидуальной защиты, наглядной агитации. Сегодняшний смотр готовности сил и средств показал, что эти силы, которые привлекаются у нас при возникновении чрезвычайных ситуаций, полностью оснащены, имеют технику, имеют формирование подготовленные. И одной из важнейших задач является подготовка населения. Вот подготовка населения, как раз учебно-методический сбор руководящего состава, он является высшей формой подготовки органов управления и сил гражданской обороны. Организация мероприятий по предупреждению возникновения пожаров в зимний период, обеспечение пожарной безопасности объектов, задействованных при проведении новогодних мероприятий, итоги деятельности и постановка задач на 2018 год. Эти вопросы стали главными для обсуждения на пленарной части заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа. По итогам года и в связи с 85-летием со дня образования системы гражданской обороны состоялось награждение ряда отличившихся руководителей и сотрудников благодарственными письмами МЧС России по Республике Башкортостан, почетными грамотами и благодарственными письмами администрации города. Переходящий вымпел главы Сибая по итогам работы за 2017 год вручен коллективу производственного отделения «Сибайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Благодарственными письмами администрации награждены жители поселка Туиляс Марс Калимулин и Сабит Сагит,
кредитов, за активную гражданскую позицию, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации при спасении человеческих жизней при пожаре. Ирина Оренбургина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Разъяснительную работу с горожанами продолжают специалисты налоговой службы. Теперь их можно встретить не только в здании инспекции, но и на улицах Сибая, и даже в торговых центрах. Так, придя за покупками, сибайцы узнают актуальную информацию и могут сразу на месте получить необходимую консультацию. Новый год без долгов, девушки, платили налоги? Да, конечно. Срок уплаты имущественных налогов истек 1 декабря, но это не снимает с налогоплательщиков ответственности. Наоборот, платить все равно придется, только к сумме добавится пени. Работники инспекции еженедельно посещают торговые центры с целью информирования граждан о необходимости исполнения налоговых обязательств. Прямо на месте сибайцы могут узнать порядок начисления имущественных налогов, действующие льготы для определенных категорий населения, получить разъяснение по работе электронного сервиса на официальном сайте Федерации налоговой службы России, позволяющего людям не только контролировать состояние своих расчетов с бюджетом, но и получать и распечатывать уведомления, квитанции на уплату платежей, оплачивать задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию. В связи с этим налоговая инспекция проводит акции под названием «В Новый год без долгов». То есть мы дежурим в торговых центрах, а также в субботу с 10 до 3 работаем на центральном офисе Маяковского 31/1. Также задолженность можно получить непосредственно в отделениях МФЦ, расположенных по адресу город Сибай, Горького 74К. В момент обращения за любыми услугами там также можно получить задолженность по имущественным налогам. Для этого необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Если хотите получить за кого-то другого, то обязательно нотариальная доверенность и соответствующие документы. По словам налоговиков, им нередко приходится отвечать и на вопросы о том, по какой из двух квартир, находящихся в собственности, применяется налоговый вычет. Можно ли пользователю личного кабинета налогоплательщика получить уведомления почтовым сообщением и так далее. В свою очередь, они призывают сибайцев своевременно рассчитаться по своим налоговым обязательствам. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В череде городских мероприятий в канун Нового года огни на елках зажигаются повсеместно. В Центре детского творчества прошел новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Екатерина Марочкина продолжит тему. Веселая детская компания из семьи Барбоскиных пригласила в свое лесное путешествие за новогодней елкой особенных попутчиков. Парад чуда и волшебства сеет в каждое сердце частичку тепла и надежды, что следующий день пройдет без ощущения боли или вовсе подарит исцеление. Совсем еще малыши, но уже по-взрослому относящиеся к жизни, снова улыбаются и делятся радостью со своими родителями от того, что мгновение, проведенное в атмосфере сказки и предпраздничной тайны, позволит загадать самое заветное желание. Баба Яга и ее подруга Кикимора веселили гостей, а потом им и вовсе пришлось помогать искать Розу, которую благополучно упустили из виду ее младшие братья и сестра, бродившие по лесу в поисках главного украшения новогодней ночи. Даже острый собачий нюх не смог бы помочь спасательной операции, если бы не активное участие ребят. Несмотря на трудности, дети соревновались на смекалку и скорость. Вместе с героями мультфильма участвовали в танцевальном батле и даже спортивной эстафете, отгадывали загадки. И неважно, чья команда лесных или городских сказочных обитателей одержит верх, в итоге все равно победила дружба. К празднику отношусь я очень хорошо, позитивно, вообще здорово, так прям это устроили нам праздник на радости для наших ребятишек. Положительно, этих мероприятий надо бы побольше. Мы такие праздники очень любим, во-первых, потому что дети все равно, они ограничены в своих возможностях, и им нужно таких праздников побольше, чтобы они развивались как-то, тоже общались тоже со сверстниками. Чудесное представление для детей с ограниченными возможностями здоровья в стенах Центра детского творчества организовала городская администрация совместно с Сибайским обществом инвалидов. Дед Мороз и Снегурочка, которые все непременно должны были одарить елку мерцающим чудом, а также детей вкусными подарками, на этот раз стали образом собирательным. Предприниматели и руководство города подготовили резерв новогодних кульков для 262 детей, числящихся в рядах людей с особыми потребностями. Сюрпризов новогодних очень много, поэтому в течение этих дней до 1 января дети могут еще получить и дома, и побывав на мероприятиях, и в школах, где они обучаются, и в садиках. То есть дети с инвалидностью в нашем городе не остаются без внимания. Спасибо я хочу всем сказать, что отзываются, помогают, поддерживают.
И, конечно, обращаясь сегодня к родителям, я хочу сказать, те, которые не смогли прийти на детский утренник и сегодня не получат по новогодние кульки, они могут подойти в общество инвалидов, это по адресу 40 лет октября 56, и получить свои новогодние кульки для детей, которые принесут им радость. Когда зажигается первый огонек на вечно зеленом дереве, нужно подумать над своими желаниями. Может быть, стоит загадать то, от чего навсегда уйдет боль в детских глазах. Из лексикона исчезнут нехорошие слова, сотрутся ярлыки и стереотипы, пропадут определения интеграции и дискриминации, потому что все будет хорошо. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. За партами 30 незнакомых ребят. Каждому нужно найти свой подход, чтобы урок состоялся, и школьники активно включились в учебный процесс. Проведение открытого урока – одна из задач, которая стоит перед участниками конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Как проходит городской этап этого состязания, в сюжете Ирины Оренбургиной. Сеять разумное, доброе, вечное – это их призвание. Но они и сами не забывают повышать свое педагогическое мастерство и квалификацию. По традиции, под занавес уходящего года проводится муниципальный этап этого всероссийского конкурса профессионального мастерства с целью выявления, поддержки и поощрения передовых педагогов, распространения их опыта и повышения престижа профессии. На первом этапе 15 участников, в числе которых 6 молодых специалистов, показали свое умение работать с профессиональной документацией и литературой, обобщать полученный опыт, представив на суд жюри свои конкурсные материалы. Затем каждый конкурсант провел открытый урок и презентовал коллегам педагогический мастер-класс. Тема урока будет радиация вокруг нас. Мы не можем отклониться от программы, поэтому согласно программе работали. Конечно, готовился к уроку, к открытому уроку. Для меня это впервые. Волновался очень, но помогли моя группа поддержки во главе со Светланой Ахатовной. Молодцы, конечно, они всегда меня поддерживали. Педагоги работали с воспитанниками лицея номер 9, который гостеприимно распахнул свои двери для проведения конкурса. За 45 минут урока участникам удалось создать атмосферу поиска и открытий, установить контакт со своими новыми учениками. Все это, а также владение альтернативными методиками и современными технологиями, учитывало жюри конкурса профессионального мастерства. Наверное, необходимо отметить, что из года в год прослеживается качественное изменение методик преподавания учебных дисциплин, а также использование активных методов обучения, инновационных технологий, в целом профессиональный рост педагогов нашего города. Особо сегодня хотелось поблагодарить обучающихся лицея номер 9, которые активно поддерживают конкурсантов, тем самым показывая качественные знания, умения и навыки. Каждый год состязание выявляет талантливых педагогов и способствует профессиональному росту его участников. Но это не только смотр личных достижений, это еще и показатель огромной творческой работы, которая проходит в каждом общеобразовательном учреждении. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И новости спорта. Боевой азарт и страсть к победе пополнили новыми победами звездную копилку воспитанников клуба «Черный дракон». Ребята вернулись с очередных соревнований и пообщались с нашей съемочной группой. Талантливый тренерский состав спортивного клуба «Черный дракон» прячет взгляд и предпочитает не светиться перед камерой, полностью отдавая предпочтение общению со своими воспитанниками. В минуту переключения внимания детей на съемочную группу они не перестают давать им советы в вопросах дисциплины и, как старшие наставники, ни на минуту не упускают из вида своих подопечных. На днях ребятам из данной спортивной секции удалось еще раз подтвердить свой статус сильнейших юниоров. В Уфе на 14-м международном форуме боевых искусств сибайские спортсмены выступили в 3 боевых дисциплинах – тайском боксе, ушу и комбате. С этих соревнований привезли 27 призовых мест, и я считаю, это очень большой результат. Выступили, я считаю, в этом году мы очень хорошо, достойно. Все ребята приехали с медалями. Призовые места в представленных дисциплинах нашими спортсменами были завоеваны заслуженно. Все это результат ежедневных упорных тренировок. После таких побед ребята воодушевленно ставят перед собой грандиозные цели. Мы ездили в Уфу, я делала комплексы по ушу, делала 3 комплекса, 16-й, 20-й и с 6-м делала 32-ю форму. У меня было 3 противника. В первом бою я техническим нокаутом выиграл, и последние 2 с решением судей. Работа руками-ногами, броски. В основном хватая за шею, бросаешь, за это дают 2 балла. Еще маленько подготовиться и в 2019 на мир.
Это буквально малая часть воспитанников Батыра Яндавлетова и Михаила Панфилова. Отработанная гимнастика, пластика легли в основу искусства боя. Конечно же, впереди еще множество вершин, которые юным призерам предстоит покорить. Есть в числе триумфаторов и опытные спортсмены. Среди них воспитанник тренера Александра Гаврилова Мухаммед Джабраилов, который вот уже 4 года занимается тайским боксом. Он одержал очередную победу в своей категории. В финале бился с чемпионом России, с серьезным соперником, и выиграл. Думал, что будет сложнее из-за посещаемости тренировок, так как 11 класс приходится чуть не так часто посещать, как раньше. Но думал, будет сложнее, но оказалось, нет, выиграл. Воспитанники клуба «Черный дракон» всегда готовы защищать честь города на любых соревнованиях, от регионального до мирового уровня. Единственное, что этому часто мешает – отсутствие финансовых средств на поездки. А потому помощь родителей и спонсоров – это возможность для ребят наконец-то использовать свой талантливый спортивный резерв и показать, чего они стоят. Чтобы быть лучшим, нужен лучший соперник. Пока тренеры и родители бьются за развитие юношеского спорта в категории единоборств, ребятам остается стаптывать ноги на пройденных дорожках. Екатерина Марочкина, Радмир Асингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И в завершении выпуска еще одна информация. Завтра, 26 декабря, на нашем канале состоится прямой эфир с участием депутата Государственной Думы Российской Федерации Зарифом Закировичем Байгускаровым. Свои вопросы вы можете задавать заранее по телефонам студии 5 14 95 и 8 927 303 43 43. На этом все. Всего доброго и оставайтесь с нами.